Амусов закончит там короткое интервью и зайдет. Поэтому я полагаю, что мы начнем. Значит, повестка у нас сегодня была вам по ссылке вся отправлена. Первый вопрос – это отчет о проведенных мероприятиях по организации обсуждения проекта муниципальной программы формирования современной городской среды на территории городского округа. Значит, я буду докладывать. Второй вопрос – это отчет МКУ службы эксплуатации городского хозяйства по поступивших заявках дворовых территорий на включение муниципальной программы формирования современной городской среды по состоянию на 10 апреля. Как знаете, что мы с вчерашнего дня продлили сбор заявок до 19 апреля. Третьим – это итоги анкетирования на улицах города. Руководитель портала «Ланканик» Попова Маргарита расскажет об этом. Четвертое – это рассмотрение поступивших заявок мест общего пользования на включение муниципальной программы. Или мы как переформулируем этот вопрос, да? Четвертый по повестке. И пятое – это обсуждение и обмен мнениями. Если не против, то мы начнем, да? Нет возражений против повестки? Значит, хорошо. Коротко сейчас я доложу, я частично уже докладывала, и в конце моего выступления Аркадий запустит видеоролик, который мы запустили в социальных сетях и который размещен точно так же на сайте. Значит, наша общественная комиссия создана с целью организации общественного обсуждения муниципальной программы формирования комфортной городской среды на 2017 год. Вчера состоялась видеоконференция под председательством заместителя министра Минстрой Российской Федерации Чибиса Андрея. И было указано, что в регионах и муниципалитетах еще не начата работа общественных комиссий. Мы начали эту работу, у нас уже сегодня третье заседание проходит. Что еще сделано? Во-первых, организовано размещение баннера синего цвета в соответствии с брендбуком Минстрой Российской Федерации «Приоритетный национальный проект» на сайте окружной администрации Иркутской РФ. Размещены следующие подразделы: методические рекомендации, новости, объявления и общественные обсуждения, проекты, сбор заявок, сбор предложений к проектам, совещания, заседания и уведомления. Наполнение нормативно-правовыми актами, информационными сообщениями и уведомлениями выполнено в разделах «Методические рекомендации». Значит, там размещены все наши основные, в том числе и комплексная муниципальная программа, и проект муниципальной программы формирования современной городской среды, и приказы ДЖКХ о нормативной стоимости работ, и список проектных организаций, распоряжения, в соответствии с которым отбор производится, порядок отбора. Также план работы управления образованием по формированию современной городской среды, и его реализации среди школьников, положение о городском конкурсе детских рисунков на тему «Мой двор». Далее, новости и объявления содержат 15 публикаций средств массовой информации. Имеются выступления Елены Дмитриевны Алексеевой на прямом эфире, выступление Деминой на телеканале Округ ТВ. Кроме того, есть дважды выступления на радио, в радиопрограммах «Гость в студии» и «Прямой разговор». Проведена встреча с активом молодой гвардии «Единой России». Глава городского округа Азиз Ильич Николаев побывал в 5 округах, встретился с жителями во дворах. Это Губинский округ, Промышленный, Гагаринский, Центральный и Строительный. Заместитель главы Садовников Дмитрий Дмитриевич встречался с жителями Автодорожного в районе ГСК и Сосарского на Мирзлотной 29-31 и Чайковского 32-3. С 25 марта по 8 апреля организован воркшоп со студентами-архитекторами. 8 апреля прошла заключительная встреча. Студенты защищали свои работы в присутствии жителей тех домов, с которыми они плотно работали, и представителей округов. Проведено анкетирование на ЭКТ.ру, итоги сейчас обрабатываются и подводятся. Также анкетирование на улице города проводил портал «Ланклик», итоги сегодня доложит Попова Маргарита. Заказан и запущен СМИ на сайте ролик о приоритетном проекте. Размещены в подъездах и в автобусах 5000 листовок формата А4. Размещены в школах и детских садах листовки формата А3 и в торговых центрах.
Подготовлен план управления образованием по проведению конкурса рисунков «Мой двор», итоги до 30 апреля. Также подготовлен макет баннера для размещения на видных местах дворов и общественных пространств с техническим паспортом объекта. Это пока еще только макет. Начат прием заявок по общественным пространствам и дворовым территориям. Об этом в ходе сегодняшнего заседания скажут Ирина Дмитриевна и Владимир Владимирович. Но нам необходимо сейчас продолжить работу. Именно члены нашей комиссии, я прошу вас, чтобы вы сейчас подумали о том, каким образом вы подключитесь в эту работу. К сожалению, она у нас несколько идет только со стороны окружной администрации. Поэтому нам хотелось бы, чтобы посредством тех общественных организаций, которые вы представляете, наша работа была более активно, проводилась. Поэтому сегодня поступило предложение создать странички в соцсетях, но и необходимо их сопровождение. Поэтому, если есть желающие среди вас, то, пожалуйста, эту работу мы с удовольствием вам передадим. Также, необходимо каждому члену нашей комиссии, я считаю, выступить в средствах массовой информации со своим видением или дать интервью. Потому что на самом деле вы все представляете определенные организации общественные. Также хотелось бы попросить, чтобы портал «Монголит» на следующей неделе организовал еще одно анкетирование для того, чтобы мы в динамике могли посмотреть, как меняется осведомленность наших горожан о приоритетном национальном проекте. Ну и, конечно, с департаментом по СМИ мы поручим организовать ежедневный мониторинг публикаций, для того, чтобы мы могли тоже понимать, насколько активно идет у нас размещение информации. На сегодня она, конечно, просто наполняется наш сайт, но не знаю, многие ли горожане туда заглядывают, поэтому, конечно, на каких-то более популярных интернет-ресурсах это должно размещаться. Газеты у нас тоже читают не очень хорошо. Сейчас короткий ролик покажем, тот, который мы запустили в средствах массовой информации. Дорога территории многоквартирных домов столицы могут принять участие в федеральной программе благоустройства. Правительством Российской Федерации утвержден национальный проект формирования комфортной городской среды, в рамках которого предусматривается финансовая поддержка на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и созданию городских общественных пространств. В программе определены два направления – благоустройство дворовых территорий и создание зон общественных пространств. И в части проекта жильцы города Иркутска прежде всего должны создать инициативную группу, провести общее собрание и решить, какие виды работ они хотели бы провести. Инициативные группы должны до 10 апреля 2017 года подать заявку в МГУ службы городского хозяйства. Все поступившие заявки будут рассмотрены общественной комиссией, затем нужные проекты разместят на городском портале One-Click Иркутска для народного голосования. Такой 48-секундный ролик крутится. Мы, наверное, там должны были сейчас подумать, чтобы поменять дату на 19 апреля и продолжить активную публикацию. Так, да, конечно. На самом деле, не надо забывать, что у нас кроме дворовых территорий общественного пространства, контроль делали и налево. Замечание сразу. Служба СВК собирает нас по дворам заявки. Управление архитектуры по общественным пространствам тоже прошу включить в ролик. И поменять дату. Вы же говорите, сейчас будете менять дату. Правильно? Насчет даты я еще не знаю. Мы сейчас... Да, все равно написано, надо будет переговорить, если что, там дополнительные какие-то средства предусматривать. И в том числе по общественным пространствам вообще единолично. Большая просьба. Когда мы что-то делаем, у нас общий проект, не надо делить наши и ваши. Селина, вы, департамент миграции, подключайтесь активнее, потому что по общественным пространствам вы ГРБС. И вот обратите внимание, как мы работаем. Но работы уже все по освещению уже все закончены, поэтому... Это только начало, Дина Олеговна. Это только начало. Вот вчера, к сожалению, мы были вдвоем только с Натальей. Нет, оно было задание только по дворам на совещании Владимировича. Еще раз. Поэтому, Вы всегда, Дина Олеговна, очень исполнительный человек, вы исполняете поручения вышестоящего вашего руководства. Куратором этого проекта является управление архитектурой. Прошу не забывать. Прошу не забывать. я от вас, коллеги, сегодня слышала, Хорошо. пожалуйста, я замечания свои Я можно в адрес свой принимаю, да? Но вот с сегодняшнего дня, получается, я буду эти вопросы два вести по местам общего пользования в том числе. А так, до этого у меня таких заданий не было, поэтому...
Еще, Наталья, я бы хотела добавить по вчерашнему совещанию. На самом деле все достаточно серьезно. Вчера нас прям порадовал Андрей Владимирович Чибис, замминистра Российской Федерации, когда говорил о том, что во многих субъектах общественной комиссии большинство составляют чиновники, работники муниципалитета. Посмотрите вот нашу комиссию сегодня. К сожалению, общественники не очень активные. Да? У нас из 18 членов 7 представителей муниципалитета. Вот. Поэтому просьба к нашим общественникам все-таки проявлять активность. Кроме того, например, он вчера говорил о участии партий. Да? Значит, на сайте Единой России нашего субъекта или нашего города, да, есть вообще информация об этом проекте. Вот он вчера прям замечание давал субъектам, значит, Единая Россия, Общенародный фронт, все партии активно очень подключиться к этому проекту, потому что на самом деле люди не информированы. Вот поступившие заявки сейчас Владимир Владимирович озвучит, мы увидим, какие округа вообще работают, какие не работают. Октябрьский округ, Узлов, Горкова, люди вообще не знают, что есть такой проект. Вот Маргариту сейчас послушаем, сколько там человек участвовало в сегодня? 1000 человек, а у нас 300 000 человек. Вы понимаете вообще, что означает информирование людей? Мы пока работаем только в своем кругу, только муниципалитет, как Наталья Андреевна сказала. Поэтому, мне кажется, сейчас нужно развернуть. Он вчера, Андрей Владимирович, говорил еще и о важности, например, в социальных сетях. Почему Марина Рожина вот эту группу первую, какую на Фейсбуке создала, да? Тоже просьба подключиться. Все вы пользователи социальных сетей. Маргарита вот тоже очень просьба большая. В Инстаграме где-то раскручивают. То есть социальные сети очень большую значимость имеют. Может быть, Наталья Андреевна, подумать вообще о подключении наших крупных порталов, ИГТРУ, почему нет, партнеры. У нас Антон Жандоров является членом общественной палаты, по общественной комиссии ни разу не был на заседании. Прямо подключить, потому что люди не знают. И все средства массовой информации должны просто сейчас массированно вести это информирование. Он прям так и сказал, мы вот, Дина Олеговна, вы говорите, мы информирование закончили, мы только его начали. Сбор заявок – это первая, стартовая часть. А дальше вообще реализация, мониторинг этого проекта. Под большим пристальным вниманием самого Владимира Владимировича Путина, о чем он вчера говорил Чибис. Потому что самая главная задача – достучаться до людей. Давайте по регламенту, пожалуйста. Ну, на самом деле, это как раз касается тех мероприятий, которые организовала, так скажем, наша общественная комиссия в начале, так сказать, нашего пути. Да, работа предстоит очень большая, и очень серьезное внимание уделяется, прямо слова, вплоть до снятия губернаторов, прозвучали несколько раз. Поэтому на нашей комиссии очень серьезная ответственность лежит. Тогда мы давайте потом, наверное, в обсуждении, в обмене мнений выскажите свои предложения по этому вопросу, как будем действовать. Я думаю, что, наверное, каждый сейчас, пока здесь мы будем рассказывать какие-то итоги, подводить, вы, пожалуйста, подумайте, с чего начнете вы каждый и что вы предлагаете к организации обсуждения вот этой муниципальной программы. Значит, пожалуйста, Владимир Владимирович, ваш отчет о принятых заявках. Добрый день, уважаемые коллеги. Всего поступило на сегодняшние 3 часа 84 заявки. Если пройтись по округам, это Сайсарский округ 9 заявок. Мне адресат зачитать? Автодорожный округ 6, Губинский округ 8, Гагаринский округ 11, Строительный округ 18, Октябрьский округ 6, Промышленный округ 8, Центральный округ 8, Стулагина 2 заявки, Сморхи 3 заявки, Маган 2 заявки, Хатасы 2 заявки и Табага 1 заявка. Вот такой перечень. Вчера принимали заявки до 7 примерно. И сегодня тоже с утра несут. Все заявки несут в конвертах, но так как нам вчера продлили, думаю, они эти же адреса могут донести какую-то информацию дополнительную. О чем мы, в принципе, уверены всех. Вкратце так, если есть вопросы. По дворовым территориям работа организована так, что во время приема заявки в том числе указывается и время, когда принесли заявки. Сегодня некоторые начали забирать на доработку. Видимо, поспали, решили, что может что-то распродели, есть возможность доработать.
Но, значит, вчера было сказано о том, что самое главное в этой заявке – это все-таки протокол общего собрания собственников, поэтому предложили привлечь управление государственного жилищного надзора для того, чтобы они могли эти заявки, эти протоколы, ну, профессионально, так скажем, проверить на их, ну, достоверность и легитимность, потому что, ну, могут быть в том числе у нас подделывать подписи. Поэтому вот нам надо будет сегодня с вами определить, каким образом мы все-таки организуем дальнейшее рассмотрение этих заявок. Потому что они сейчас все в запечатанном конверте, их никто не трогает, ну, кроме тех, которые забирают на заработку, воспользовавшись моментом. Но, тем не менее, вот мы не знаем, что у них, дизайн проекта, полный ли там комплект, неправильность, чтобы не оказалось, что мы с вами придем и будем потом вот, всю ночь сидеть и перебирать. 84 это достаточно большое количество, поэтому мы должны понимать, что это много. Так, да? Когда сейчас, потом мы обсудим все, да? И есть какие-то предложения по ходу? Вы предлагаете включить члена нашей ответственной комиссии? Нет. Я предлагаю их привлечь, да, когда будет вскрытие, чтобы они могли тогда эти протоколы либо взять, чтобы проверить, либо каким-то образом, ну, внести какие-то нам замечания, привлечь. А в тот раз Каким образом привлечь? Ну, просто привлечь письмо, пригласить. Просто пригласить на заседание. Мы должны сейчас как раз определиться, каким образом мы будем отрезать, смотреть, там, доставать каждую заявку, чтобы у нас потом не было никаких проблем. Так, пожалуйста. Вот конголаса нету, да, заявок? Ну, раз в списке нету, значит еще нету. Ангалас это где? Владимир Владимирович. Анваласы в выходные приходили, сверять документы, ну, показывали. Так. Можно вопрос? А так не принесли еще. Вот мы же заявки с момента поступления, вот Владимир Владимирович сказал, а в заявках мы не смотрим на протокола сразу. Потому что вдруг в этих заявках не окажется протоколов, и потом мы останемся ни с чем, получается. Не сможем освоить сумму. мне тоже кажется, вообще, вот решение о том, что они должны быть в конвертах, по сути, У вот, нас порядок так написано. по сути, например, люди приносят, да, заявку, по-хорошему-то можно было бы осмотреть, может быть, направить на доработку, все что-то. Я полностью согласен с этим, но у нас в форме было постановление написано, что они в конвертах. Если есть возможность юридическая, мы как не можем обратную силу дать. Если всем сказали в конвертах, то так и должно быть посмотреть. Но я конечно, лучше посмотрели бы, если что, могли У нас, порекомендовать. например, по общественным пространствам мы принимаем в открытом виде, и сразу, если что-то необходимо людям, из перечня документов отправляем обратно, они доносят. Это же нормально, мне кажется. Да, архитектура же носила этот порядок. И там Мы конверт. все вместе принимали этот порядок, просто сейчас вот мы порядок принимали вместе, действительно, этот порядок, но по факту же мы понимаем, что немножечко... Ну, если общественная комиссия, решение же, ну, вот комиссия принимает. Отбор заявок лежит на нас. Да. Ответственность за отбор заявок. И тогда, если вы какое-то, ну, решение дадите, я не знаю, можно это или нельзя. Мне кажется, мы могли бы сегодня решение Организатор принять. отбора общественной комиссии дает после того, как все документы дает после того, как все принято, после 19-го. Департамент ЖКХ, организатор отбора, сейчас как раз распоряжение об этом готовится, да? После того порядка 367-го должны были мы подготовить порядок, кто такой организатор отбора, так как у вас в порядке написано отдельное понятие организатора отбора. Дина Олеговна, вы Это получается у нас нигде это не прописано, поэтому Дина Олеговна, вы немножко увеличиваете свои полномочия. Поэтому автоматический департамент... Отбор у нас должна осуществлять общественная комиссия. Вчера Андрей Владимирович Чибис об этом сказал. Ни один работник муниципалитета не должен брать на себя обязанность отбирать какие-то заявки или не отбирать. Уже в других субъектах есть такие примеры. Дмитриевна, тут порядок... У нас только члены общественной комиссии должны быть. Посмотрите, понятие организатора отбора там написано. Я просто с порядка читаю все это дело. Если надо, давайте носите Поэтому смело. получается организатор... Уважаемые члены общественной комиссии. Прием заявок организовывает, только после этого отдает... Вот прием заявок, это да, полномочия у нас СГК. Комиссия. Организатор, да, приема заявок СГК во дворе территории. А пока отбор идет, организационная комиссия
комиссии. Если надо, давайте вносить изменения в порядок. Потому что это очень важно. Об этом вчера говорил господин Чибис. Только член общественной комиссии имеет право отбирать что-либо. А то во многих городах, он так и сказал, происходит, что муниципалитеты сами свои планы, значит, двигают вместо людей. И наша задача как раз дать возможность людям. Я же не говорю, что департамент ЖКХ будет отбирать. Я говорю, что общественная комиссия будет отбирать. Мы просто организовываем эту работу до 19 числа. Хорошо. Вы Да. собираетесь? После 19 числа мы вам все пакеты документов отдадим, и вы будете осуществлять отбор общественной комиссии. То есть в том числе включая и проверку документов, и критерии, и баллы все ставят сами. Да? Все это общественная комиссия. Ну, проверку уже смогли бы сейчас просто вот наладить. Я извиняюсь, Дарья Дмитриевна, я вот порядок, который вы направили на согласование, первую версию я согласовала, там было немножко по-другому написано. Но в ходе согласования оно немножко поменялось, поэтому я здесь членов рабочей комиссии ввела немножко в заблуждение. Да? Там в том порядке, который я читала, написано было, что СГХ полностью пакет документов рассматривает, предварительно готовит для общественной комиссии. Да. Сейчас в финале, вот то, что сейчас вышел, да, там написано, что общественная комиссия полностью все это делает. Там рабочий орган там, и так далее, понятия там уже нету. Общественная комиссия осуществляет полностью всю работу. Это вопрос к обсуждению. Как раз об этом ничего. Может, все-таки я компромисс несу. Давайте попробуем вот так. Да? У меня такое предложение. В этом деле заинтересованы те, кто инициаторы, те, которые конверт заклеивают и несут проект. Вот. Если СГХ скажет, ребята, давайте вот вы строите сами свой конверт, вы нам покажете, а потом его заклеите, мы вас посмотрим, правильно у вас все или неправильно. После этого заклейте, передадите нам. Может так сделать? Ну, тогда идут, пускай в ДСЖ. Протокол тогда пускай там проверяется. Ну, Решить этот вопрос. Наталья Петровна, я же написал в группе о том, что строительный жилищный надзор протоколы не проверяет, он их просматривает. И если он просто по форме смотрит протокол, если он соответствует той форме, которая утверждена, все, на этом заканчивается его работа. Мы уже с этим сталкивались 5 раз было переправлено это все дело в прокуратуру. Сначала было направлено в полицию, участковому, после этого было нацелено и передано в прокуратуру. И то по жалобе. Поэтому, вот, Наталья Анатольевна, вы же говорите, что мы их попросим, чтобы они посмотрели. Они не будут смотреть. Они будут смотреть только если они будут в составе комиссии. Нет. А так просто мы их попросим, они не наши работники, во-первых, да, как мы их будем просить, на каких основаниях. У нас же ОБСЖ состоит членом общественной комиссии МинЖКХ. Может, их просто как члена комиссии субъекта как раз попросить поучаствовать в работе общественной комиссии муниципалитета. Она же состоит Чусовская в общественной комиссии МинЖКХ. И тогда Алина Леонидовна, она отказывалась. Она говорила, это мы вообще надзорный орган, на каком основании. Тебе вчера дважды сказал. Ну, поправим этих людей. Вот давайте мы Это же, получается, будет общественной нагрузкой просто, если мы членов включим. Нет, мы членами не будем включать, у нас там чиновников полно. попросить вот как члена общественной комиссии посодействовать нашей общественной комиссии. Вот я правда, вот что-то вас, уважаемые дамы, я вас понять не могу, да? А что вы хотите в протоколах проверить? Цифры? Мы ничего. А что хотите вы вот привлечь вот это вот наш стройжилнадзор, да, бедненький, который со своими обязанностями не справляется? Вот что он может посмотреть? Он формально может только тупо подойти и проверить. Вот это вот соответствует вот этот бланк протокола с вот этим бланком протокола и больше ничего. Ведь цифры он проверяет. А квадратные метры? Да как? А квадратный метр что? А что вы А говорите? люди голосуют квадратными метрами за все. Нет, доли. Наталья Анатольевна имеет в виду доли. Правильно ли посчитаны доли и так далее, и так далее. Вы же про это говорите? 2 трети, если так не легитимно. Стройжилнадзор этим не занимается. К сожалению. Будет заниматься. Тогда мы, Наталья Петровна, все-таки, чтобы вскрытие конвертов, мы будем сейчас СГХ просить о том, чтобы они рассматривали, а вдруг там действительно что-то не Нет, можно, конечно, Дайте сказать, нам что... такую рекомендацию, мы с этим... Нет, мы можем не рекомендовать, мы можем вообще как... не имеем права все это дело
скрывать и так далее. Он сами не имеет права. Он может забрать. Добровольно, то может, Да, он конечно. может забрать документ, мы просто отметку сделаем, что забрали документы, все. И потом повторно в этот же день, я не знаю, 19-го. Дина Олеговна, поясните технологию 20 апреля. Вот поясните технологию, как мы будем действовать. Вот 100 заявок. Вот у нас сидит здесь 18 человек. Что мы будем делать? На сутки будем сидеть, когда на самом деле это муниципалитет мог бы организовать. Так, потому что порядок у нас какой, там так написано, что общественная комиссия. Ну, у нас еще есть неделя, чтобы внести изменения в порядок. Вы даже не молчите, дайте Девочки, предложение. да, Вы понимаете, что сегодня вот чиновники, грубо говоря, да, рулят, а у вас должны быть наоборот, у вас рули должны быть готовы. Дайте свои предложения, как работает общественная комиссия, общественная. Ну, вот я правда, что-то не могу никак понять, да, вот вы как бы зациклились на этом, да, ну вот я принес вам пакет, да, и ко мне работник вот того же службы эксплуатации городского хозяйства говорит, слушай, ну ты открой, говорит, дай я посмотрю твои бумажки, вдруг у тебя что-то там неисправно. Вот именно, что Если ты сам открываешь конверт, это же не работник ЦКХ открывает конверт, а открывает сам тот, кто хочет принести документы. Он приносит, показывает ему все документы, которые у него там есть. Тот посмотрел, ну у тебя вроде все нормально, давай конверт складывай, запечатай, отдай мне. Все. 8-9 СДХ полностью работали с управом, что приносили предварительные документы. Да, ну Я лично извиняюсь, давайте я тоже несу. Владимир Владимирович, я закончу, да? Я лично ездила в промышленный округ и проверяла документы, чтобы они нормальные принесли. Мой работник тоже ездил в Губинский округ, предварительно проверял. Ну, мы такую работу методическую провели со всеми. Но там нормальный пакет документов все равно должны были принести. Все, у нас здесь, я извиняюсь, я выслушал. Есть юридическая сторона, это одна, да? Вторая сторона, как бы правильности. Давайте мы сделаем так, всех обзвоним, тех, кто заявки подал, они приходят завтра, если они обратно забирают свои заявки, до 19 числа у них есть время сдать. Открываем, смотрим, и они новый пакет, ну не знаю, я готов купить 100 этих конвертов, чтобы они заново их запечатали, если что. В принципе, сделают, посмотрят и какие-то замечания не дадут. Но они в журнале будем просто отвечать, забрал, внес снова. Мы распределяли, закрепляли округа. Дина Олеговна, Все верно так. Если журнал все фиксируется, нормально. значит, с промышленными и с Губинским отработали, да? Сергей Викторович, вы с центральным отработали? Да не с кем Вы там проверяли работать. у них как? Я не с кем там работаю. В вашем центральном округе. Нет, ну вот люди принесли заявки. Может, у меня в центральном. А у нас где было Я вообще говорится. Ну, когда и Гагаринский, центральный. Два округа. Ну вот, как мы должны с ними? нет, ну если сейчас кто-то, например, скажет, что он... Нет, вообще на самом деле... 15 заявок они... Мы говорили о чем? Вы должны быть готовы. Вот сейчас мы вам раздали эти списки тех, кто уже подал заявки. То есть они все равно доработают, не доработают, но они будут, эти заявки. Ваша задача съездить в эти дворы и посмотреть визуально, как они выглядят, чтобы когда мы потом рассматривали, было компетентное экспертное мнение, которое можно как бы проверить вот, благодаря, так скажем, вам. Вы говорите, да, я вот съездил, допустим, в центральном Нинге работать, но я был на прошлого 43, Хабарова 7, я представляю визуально, где это, как это, разбивочный чертеж соответствует, дизайн проекта красивый, ну вот так, ну тогда. Наталья Антоновна, по центральному округу за меня не переживайте. Я адреса, которые сегодня получил, я их объеду. Без всякого центрального округа. Договорились тогда, да? А все помнят, да, закреплены за какими округами? Я вот эти списки надо будет дослать всем. Да. Хорошо. Да, вот уже сейчас уже есть поле для того, чтобы работать и посмотреть визуально. Снег, конечно, все засыпал, но тем не менее можно кое-что увидеть будет через 2-3 дня, когда все начнет таять. Так, итоги анкетирования на улицах города, Татарчик и Попова Маргарита Васильевна, руководитель портала «Внутренний». Пожалуйста. Добрый день. Анкетирование проводилось с 29 марта по 5 апреля. Всего опрошено у нас 1000 человек. Помогали в анкетировании управления молодежи города Иркутска, в частности, общественная организация «Город добра». Выходили как и студенты СФУ, так и даже школьники Бензобейства.
нашим горожанам в местах массового скопления ТТРК «Примата», поликлиника номер 1, кинотеатр «Центральный», кафе «Бургер Хит», площадь Ленина. С 3 по 5 апреля анкетирование проводилось уже в промышленном, центральном, Губинском и Октябрьском округах, и также в местах массового скопления, в том числе и МФЦ, и Пенсионный фонд. Если брать в процентном соотношении, наше анкетирование состояло из 7 вопросов. Первый вопрос – это указать вот округ, да, у нас получается из пригорода это только 1%, автодорожный это 8%, Гагаринский 6%, Губинский 7%, Октябрьский 13%, промышленный 14%, Стайсарский 13%, строительный 20% и центральный 18%, да, жителей. На вопрос, нравится ли ваш дом, ваш двор, ответили да 44%, нет 56%. Чего не хватает на вашей домовой территории? Асфальта 16%, детская площадка это 18%, места для выгула собак 4%, спортивная площадка 18%, парковка 19%, скамеек 15% и освещение 10%. На третий вопрос, обращались ли вы с заявками или жалобами в свою управу, общественный совет, портал www.kurs.ru, ответили положительно 30%, нет 70%. На вопрос, готовы ли вы принять трудовое и финансовое участие в благоустройстве своего двора, положительно ответило 67%, отрицательно 33%. И знаете ли о программе «Приоритетный национальный проект формирования современной городской среды», положительно ответило всего лишь 14%, отрицательно 86%. На вопрос, проводятся ли субботники, и если да, то принимаете ли в них участие, положительно ответило 48%, отрицательно нет 52%. Возрастной срез мы и гендер не указывали, да, не отмечали. В основном, ребята сказали, что они опрашивали взрослое население. И охотно шли на контакт именно люди пенсионного возраста. Мне кратко все. Также по поводу голосования. Сервис «Бордей» у нас на сегодня переименовывается с учетом функциональных изменений под проект, и с 12 апреля, с завтрашнего дня, он будет называться «Городская среда», чтобы нашим пользователям и жителям города было легче пользоваться, заходить и голосовать за проект, который будет размещены чуть позже. Ну, все-таки тогда я предлагаю дать поручение порталу, чтобы они в течение следующей недели еще раз организовали анкетирование и, соответственно, уже включите туда, пожалуйста, тогда возрастной коэффициент, да? То есть там 50-60, а 20 это пределы 10. Пол гендера не нужен? Они могут для себя, в принципе, ставить, видят же они там Хорошо, но это не спрашивать не надо, и так видно, какого пола человек отвечает. Поэтому, на самом деле, большое спасибо, такая хорошая работа. Очень сильно мы расстроились, что знаете о программе формирования городской среды 86%. И сегодня я, например, ЖКХ это озвучивала, что есть очень печальная цифра. И, Маргарита, можно в пригород заехать? Хорошо, то есть так как-то. Да, наверное, с привязанностью со специалистами там местах работаем. Хорошо. Спасибо. Тогда, принимаем сведению информацию об анкетировании. И дальше, вот по 4-му вопросу у нас сегодня сформулирован как рассмотрение поступивших заявок на место общего пользования. Пожалуйста, как мы построим нашу работу, может быть, это будет предварительно, и мы потом это решение уже оформим после 20-го. У нас, смотрите, все-таки вчера очень